марта крышу многоквартирного жилого дома по адресу Рыдзинского, 18/10 буквально сорвало от основания. Как мы видим, здесь уже нет кровли, остался только один утеплитель. Причем, если поднять два слоя этого утеплителя, то можно уже увидеть потолок жильцов, которые находятся под этой крышей. Если пойдет снег или дождь, то от потолка ничего не останется. Как говорит управляющая компания «Бюджетник», ремонт данной крыши обойдется не менее чем в 300 тысяч рублей. И кто за это будет отвечать? И кто будет за это платить? Сегодня уже 30 марта. 5 дней прошло, как снесло нам крышу. Вот. И за это время часть крыши лежит на крыше целой пока, как лист бумаги. Вот. 300 килограмм крыши может упасть на дворовую территорию, просто разбив кому-нибудь голову насмерть. Никакого ограждения, угрозы нету, ничего. Что является? А сейчас я стою над своей квартирой, буквально говоря, это моя квартира по дому стоит. Вот, что осталось, какая безопасность у меня дома есть. Вот смотрите, остался только раз, два утеплителя, и вот моя крыша уже. Тут только один гипсокартон, и все. Любой дождь, любой снег, намокание испортит всю крышу полностью. Что является дальнейшим тоже загнением дерева и угрозой дальше для нашей жизни просто-напросто. Куда обращался? Мы обращались пока управляющая компания, они пока ничего не делают. Обращались в мэрию, они обещали только вышку, но где эта вышка, еще сама по себе она же не придет. Также у Тум Плюс сейчас дальше будем уже судиться с теми людьми, которые строили эту крышу. В 10 утра примерно где-то так при порыве ветра у нас вот снесло крышу и треснуло, вот потолок треснул. Да, мы думали, что вообще у нас крыша упала. Да, и вот так вот. Мы бегали, сразу с четверга мой муж бегал в бюджет по управляющим компаниям. В мэрию бегали, так все время отказывали, говорили, ничем не могут помочь. Вот так, и вот до сих пор безрезультатно живем. Ну, вот у нас годовалый ребенок, и мы боимся, что вот в следующей неделе, вот говорят, будет снег, и то, что вот у нас там снаружи крыши нету, и у нас может стопить просто, и все вывалится крыша. Дом по Рыдзинского, 18/10 был построен в 2008 году согласно муниципальной целевой программе обеспечения жильем работников бюджетной сферы. Заказчиком выступило муниципальное предприятие Агентство развития территорий, ранее именовавшее себя МУП «Жилсоцинвест». Проектантом выступила компания «Тум Плюс», а застройщиком строительная компания «Ормикс». Сейчас управляющая компания «Бюджетник» и служба эксплуатации городского хозяйства проводят смету нанесенного ущерба впоследствии стихийного бедствия и ищут виновных в данной ситуации. На первый взгляд смотреть, вот, конечно, тут, можно сказать, некачественная работа строителей, сразу видно. Видно, что сразу с металлочерепицы уходит и деревянные конструкции. Такого вообще не должно быть. Но мы с собственниками вплотную работали. Собственники дали как бы заявление в проектную организацию «Тум Плюс». Они обследовали дом, но предварительное заключение сказали, что когда строили, отошли от проектных документаций. Но несмотря на это, вот, мы должны все равно как-то своевременно отремонтировать. Уже выкупили металлочерепицу. Подрядчикам, но строили по программе, по муниципальной программе, да, вот для работников бюджетной сферы. Заказчиком выступал агентство, как там тогда называлось, социальное, строительное, как, ну сейчас агентство по развитию территорий, в предыдущем названии тогда было. Вот тут, например, ничего нету, да, и в этих щель как бы воздух находится, с той стороны идет теплый воздух, с этой стороны холодный воздух, образовывается куржак, и дома протекают. Чтобы это устранить, всю эту крышу надо вскрывать, потом заново сделать. Это тоже как бы чревато, как бы очень затратно. Очень много заявлений по домам, 16 квартал, где вот протекают
крыши именно из-за кружаков. Именно вот таких построек, да, домов? Да, вот эти мансарды. Сейчас стоит вопрос о том, кто будет компенсировать затраты на ремонт крыши дома в тарифах, которые оплачивают жильцы. Аварийные работы и капитальный ремонт не предусмотрены. Согласно же региональной программе капитального ремонта, средства на ремонт кровли крыши этого дома будут выделены лишь в 2038 году. Сами жильцы компенсировать стоимость ремонта, который по примерным расчетам обойдется в 300 тысяч рублей, не в состоянии. Не знаем, когда будут делать ремонт. Говорят, это виноваты, это застройщики, говорят, виноваты. Управляющая компания говорит, что это у них денег нету вообще и на ремонт, и на стройматериалы. Да, а мэрия говорит, они хотят, чтобы мэрия им выделила деньги. А мэрия говорит, заставляет их житников управляющей компании сделать. То есть, получается, все Вот сейчас все отказываются, говорят, все отказываются. Сами сделайте ремонт. А как мы сделаем вот это? Крыша же. Крыша никак это частные лица не могут сделать. А внутренний, получается... Это несущая конструкция, это сложные же. А потолок, который, получается, у вас на кухне, вам сказали, что вы уже сами должны... Да, мы сами все должны это ремонтировать. После того, как все знают, что у нас сейчас крыши нету, никто не приходил, не делал проверку, является ли потолок сейчас безопасным. Потому что, возможно, также есть нарушение и потолка. То есть, возможно, и потолок может упасть. Там все же из досок сделано. Может, трещина на доске появилась, может, уже гвозди уже не держат так, как надо. Так что, почему никто не приходит и не проверяет? Мы столько сами делаем. Сейчас наша квартира является опасностью для нашего здоровья, для наших детей. Так вот. Тут живут в основном молодые семьи. Например, вот моя невестка не работает, сидит по уходу за ребенком. Я пенсионерка. Работает только вот муж ее. Откуда 300 тысяч? Они говорят, 300 тысяч заплатите. Откуда у нас 300 тысяч? Согласно федеральному закону номер 214, за строительный брак и использование некачественных материалов в течение 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию должен отвечать застройщик. С момента строительства дома прошло 7 лет, и компания «Ормикс» отказывается отвечать за последствия стихии. Если экспертиза подтвердит, что строительный брак, только через суд. Если вот тут подтвердят, что экспертиза подтвердит, что строительный брак будет, то как бы и весь дом может оказаться так построен. И в следующий раз, если порыв ветра будет не с этой стороны, с другой стороны, да, тогда и там крыша у нас строится. Ответственный, прежде всего, застройщик, он должен был сделать его все по стандарту, да? То есть он сдал объект с нарушениями, потому что, вот сами видите, вот нигде нету ни стропил, ни обрешеток. Очевидно, видно же, да? Теперь шаг какой сделан, гвозди какие идут, поэтому здесь нарушение большое есть. При приемке надо было технадзором подсуетиться и посмотреть. Но в данном случае мы очевидно видим нарушение подрядной организации, застройщик. А управляющая компания с последствиями стихии справиться не может, такого масштаба, да? Поэтому окружная администрация будет сейчас... Мы сейчас в данный момент служба эксплуатации городского хозяйства осмечиваем ущерб и будем выставлять его на комиссию по чрезвычайным ситуациям. Специально есть по комиссии чрезвычайным ситуациям подрядные организации, предварительно отобранные. Между ними будет, согласно 44-й ФЗ, будет конкурс объявляться. Тендер. Да, тендер. Подтвердит ли экспертиза строительный брак и каким будет решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа, будет известно на днях. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.